Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амши Шара. Сегодня в программе 28 вопросов повестки дня. Репортаж с очередного заседания правительства. Премьера при аншлаге. Наур Гармеля представил свой фильм «Мост» сухумскому зрителю. 28 вопросов было включено в повестку дня очередного заседания Кабинета министров Абхазии. Члены правительства приняли кадровые решения, утвердили целевую программу, предусматривающую финансовую помощь молодым ученым, утвердили план мероприятий по подготовке к летним курортным сезонам до 2020 года, перевели несколько участков сельскохозяйственных земель в другую категорию. Репортаж Елены Лолуа. Почти 3 часа понадобилось членам Кабинета министров на рассмотрение насыщенной повестки дня. Вначале правительство решило кадровые вопросы. В частности, первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям назначен Тигран Делибалтян, вторым замом Гурам Псардия. Главным редактором газеты «Апсны» утвержден Владимир Кабба. Кроме того, премьер-министр Артур Миквабия поручил управлению по связи обеспечить доставку газеты в села. Другая ключевая тема заседания – готовность к летнему курортному сезону. Министр Автандил Гарский рассказал о разработанном плане подготовки к туристическому сезону вплоть до 2020 года, включающем, в частности, поэтапное решение существующих в сфере проблем. Я уже несколько раз принимал рекламные туры, принимал туроператоров, буквально через 5 дней еще у нас один рекламный тур приезжает туроператор. На что они обращают внимание? В основном это то, что мы в силах сделать. Это прежде всего они обращают внимание на мусор, на бродячие животные, больные собаки, кошки, грязные туалеты. Ну, естественно, обращается внимание на границу, переход границы. Вопросу подготовки к курортному сезону будет посвящено отдельное расширенное совещание. Об этом сказал Артур Миквабия и, развивая эту тему, добавил, что туристические услуги – это товар, который должен быть высокого качества. Товар, который мы должны выдавать, я имею в виду туристический товар, он должен быть высокого качества. И конкуренция, про которую вы говорите, у нас есть год, чтобы мы эту конкуренцию с вами выпрямляли. Правительство вводит грантовую систему поощрения важных научных исследований, проводимых молодыми учеными Академии наук Абхазии. На эти цели в 2016 году выделено 19 миллионов рублей. Программа рассчитана на 3 года, а общая сумма запланированных средств составила 48 миллионов рублей. Дмитрий Сериков перечислил, какие проекты будут профинансированы в этом году. Их 8. Первый этап в 2016 году программы – это региональное изменение климата территории Абхазии за вековой период. Вторая программа, которая будет профинансирована, это организация системы экологического мониторинга динамики речных и морских берегов в хозяйственно важных районах Абхазии. Третья программа – это исследование пространственно-временной структуры температуры морских вод в прибрежной акватории Абхазии. Четвертая программа – это сохранение и размножение редких и исчезающих видов местных импортационных растений. Пятая программа – это изучение минеральных вод Абхазии. Шестая программа – это ароматерапия как один из факторов рекреации. Седьмая программа, как я понимаю, это разработка русско-абхазского словаря. И восьмая программа – это разработка учебно-методического комплекса для 2-го уровня владения абхазским языком. При этом последних 4 программы должны быть начаты в этом году и закончены в конце 2016 года. А первых 4 программы, они состоят из 3 этапов и предполагает 3-летний этап разработки. Целевая программа будет хорошим стимулом для молодых ученых. Так прокомментировал новый подход в финансировании абхазской науки президент Академии наук Абхазии. Да, действительно, это новое начинание, новая система для нас, в нашей системе Академии наук. И это для наших сотрудников, ученых, особенно молодых, стимул. Кабинет министров утвердил 4 положения по лицензированию топографо-геодезической и картографической деятельности, по бурению, по производству этилового спирта, алкогольной продукции и пива и по лицензированию деятельности арбитражного управляющего.
Также установлены ежемесячные выплаты в качестве социальной поддержки 14 членам Ассоциации писателей Абхазии в размере 2000 рублей с 2017 года. 7 пунктов повестки касались земельного вопроса. Процедура выделения земель усложнилась, но, как оказалось, нет нормативных документов, которые бы регулировали перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию. На этот пробел указал глава правительства. При переводе из земельных участков сельхозназначения в любую другую форму для использования землепоселения, для того, чтобы построили там промышленное предприятие или что-нибудь еще, должны быть нормативные документы. Вот простой подход. В этой связи мы с вами это обсуждали, но у нас нет пока ни нормативки, ни подхода. Давайте к этому вопросу вернемся. Не получится, что мы просто с вами разбазариваем это землю. Но при этом граждане Республики Абхазия обязательно надо выделять земельные участки. Но без разбазаривания. Тем не менее, члены правительства одобрили перевод нескольких участков таких земель в другую категорию – в земли рекреационного назначения, а также населенных пунктов. Елена Лоло, Саид Агуха, Абхазское телевидение. На состоявшемся 35-м раунде международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье представители грузинской делегации передали абхазским дипломатам пакет оцифрованных архивных документов, сообщает официальный сайт МИД Республики Абхазия. 14 апреля в МИД Абхазии состоялась передача архивных материалов представителям госучреждений. В частности, грузинская сторона передала в Женеве 24 гигабайта цифровых копий материалов по Абхазии, включая кинохронику и техническую документацию Сухума, Нового Афона и Гагры. Министр иностранных дел Вячеслав Чирикба отметил, что в рамках женевских дискуссий уже давно ведется работа по вопросам, связанным с возвращением копий архивных документов. По словам Чирикба, Абхазия еще в 2013 году впервые получила от грузинских участников дискуссий диск с отсканированными документами конца 19-го, начала 20 века, касающимися истории нашей страны. Сухумское городское собрание депутатов 6-го созыва приступило к работе. Как сообщает пресс-служба собрания, на втором заседании депутаты избрали председателей ряда комиссий. Заместителем председателя собрания при одном воздержавшемся был избран Мизан Зантария. Председателями депутатских комиссий избраны по образованию Инна Кварча, жилищно-коммунальному хозяйству Адам Арлаквилава, здравоохранению Давид Мирзаян, вопросам физической культуры и спорту Виталий Читанава, по делам ветеранов и охране общественного порядка Джон Смыр, социальной политики Даур Эшба, экономике и прогнозированию Баграт Зантария, архитектуре и строительству Денис Инапш, по культуре Георгий Шакая, по молодежной политике Ардашес Авсепян, бюджетной комиссии Лаша Ашуба. Молодой абхазский режиссер Наур Гармелия представил свой фильм «Мост» сухумским зрителям. Премьера прошла накануне в Русском театре драмы при полном аншлаге. Ранее работа студента Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, мастерская режиссера Сергея Снежкина Наура Гармелия была отмечена на фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Провести презентацию в Сухуме молодому режиссеру помогла компания «Мобайл». Репортаж Амрамичева. Зал Русского драматического театра не вмещал всех желающих посмотреть дебютный фильм молодого абхазского режиссера Наура Гармелия. У сцены в трепетном ожидании встречал зрителей сам режиссер. И для Наура было важным, как воспримет каждый зритель историю, рассказанную на большом экране. Важно именно то, что кино увидит зритель, и то, что если хотя бы один человек из зала вынесет для себя что-то важное, то это уже можно считать успехом. Мне было интересно посмотреть, как именно абхазский зритель воспримет, потому что фильм уже показывали в России, в некоторых городах. Там зрители воспринимали, в основном положительно, эмоционально, но они задавались вопросом, неужели в Абхазии все так плохо до сих пор. Я говорил, что это нет, это было лет 20 тому назад, а в Абхазии мы все знаем, видим то, что происходит в нашей жизни, происходило. И это более, наверное, ностальгическое восприятие, чем открытие. Идея снять немое кино переросла в создание полнометражного игрового фильма, рассказал Наур Гармелия.
Снять кино без текста и диалогов, так, чтобы в словах не было нужды, и все было понятно без них. Главная задача режиссера, которую он выполнил на высоком профессиональном уровне. В течение 50 минут зритель сопереживал главным героям Аслана Хиба и Беслана Гармелия. По сюжету 10-летний мальчик живет с отцом в отдаленной деревне. Отец болен, но несмотря на это, они вместе продолжают заниматься земледелием, разводят скотину, делают сыр. Продукты продают на рынке, который находится за рекой. Мальчик едет на рынок продавать сыр и заодно знакомится с удивительной жизнью за мостом. Метафоричный мост, который в фильме то появляется, то исчезает, он, мне кажется, мост между сыном и отцом, между его детством и будущей жизнью. Тот мост, который связывает одиночество человека и другую часть жизни, которая закрыта. Мне кажется, вот такая попытка сказать правду, она свойственна именно молодому режиссеру, потому что он не пытается нас обмануть какими-то красивыми как красивостью этой истории, да? Она достаточно суровая, она достаточно откровенная, но затем вот простым, грубым бытом этих людей скрываются очень тонкие, очень ранимые души и чувства. Как хочется пожелать режиссеру удачи, то, что он это сделал на национальном материале, да, то есть там есть песни, есть какие-то ритуалы, обычаи. Все это тоже является таким интересным предметом идентичности для тех людей, которые будут смотреть этот фильм за пределами Абхазии. Однозначно он взывает к вниманию, к переосмыслению, и я думаю, что к такому долгому шлейфу. Съемки фильма проходили в селе Губ, городе Туапчал и поселке Кармарам. Играют в фильме не профессиональные актеры, а жители, которые с энтузиазмом поддержали молодого режиссера. Здорово, что сегодня есть такие молодые ребята, которые делают, и, как мне кажется, профессиональное кино. И здорово, что это люди, которые действительно очень ярко видят, замечательно чувствуют. Мне кажется, что это как раз то, что может быть какой-то точкой отсчета для нас. У нас действительно замечательная молодежь. Фильм «Мост» вышел под грифом «Ленфильм», и именно при поддержке этой киностудии проходит постпродакшн и участие в фестивалях. Автор фильма обратился в компанию «Амобайл» уже на завершающей стадии съемок над фильмом. Просмотрев отрывок от снятого материала, руководство компании выразило готовность поддержать начинающего талантливого абхазского режиссера, в том числе организовать премьеру фильма в Сухуми. Я уверена, что это начало большого пути, и что мы еще много услышим о Науре и о других таких же представителях творческих профессий, о нашей молодой творческой молодежи, о художниках, о музыкантах, о творцах, которые как яркие звездочки уже совсем скоро начнут зажигаться. И сегодняшняя премьера, она также является подтверждением тому, что наша молодежь, она не бездействует. Ей есть что нам сказать, ей есть с чем идти в этот большой мир. И сегодня она очень остро сопереживает тем проблемам, с которыми сталкивается наше общество. Фильм пока не будет транслироваться по телевидению. В течение года его представят на различных фестивальных показах. Интерес к фильму и успех очевидны, так как «Мост» Наура Гармелия уже является призером престижного фестиваля кинематографических дебютов. Амрамидж Баста Мургошба, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12-14, днем 23-25 градусов. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.